Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас прямо сейчас, с минуты на минуту и со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Как интересно! Прямо сейчас вас ждет какая-то новая, удивительная и очень полезная информация. Как будто бы сами небеса над вами открываются, и на вас идет поток этой информации. У кого-то это будет в виде, что вы что-то услышали, что-то увидели, прочитали, а у кого-то это будут как внутренние инсайты, вот как что-то начнете понимать и подумаете: ох, наконец-таки мне открылось, а вот теперь все стало на свои места, а вот теперь все стало ясно. Да, ясность, понимание, ответы, придут ответы, придет полезная, ценная информация. И вы знаете, вам станет поприятней, полегче станет. Вижу, что вы о чем-то думать начнете, вы начнете решать сложные задачи, вы поймете, куда и зачем вам двигаться, а это как бы очень важно. Дальше показывают, что какой-то конфликт подходит к своему логическому завершению. Знаете, как завершится? Тот, кто не прав, признает свою неправоту. И человек это сделает от чистого сердца, а это, я вам скажу, очень сильно подкупает. И, в принципе, я не вижу здесь продолжений, даже предпосылок к продолжению конфликта. Наоборот, я вижу понимание, договоренность, может быть, это будет и молчаливая договоренность, да, что больше ссориться мы не будем, что больше выяснять отношения мы не станем, что будем хранить как нейтралитет, да, уважать друг друга и бережно относиться к друг другу. Вы знаете, возможно, даже это без каких-то лишних слов, без надрывов, без попыток там, да, оправдаться, либо наоборот, с этих слезливых попыток уговорить. Но вот как-то вопрос закрывается, вопрос точно решается. Вернее, конфликт, да, конфликт, который был достаточно долго, либо он был в какой-то скрытой форме, либо в явной форме. Но время вышло, да, нет уже ни желания, ни сил, и сама вот эта база конфликта, она уже себя полностью исчерпала, как будто бы уже там ничего нет. Дальше. Буквально либо сегодня к вечеру, либо завтра утром вы получите достаточно интересное и заманчивое предложение. Предложение может быть и личного характера, и делового, и дружеского, и даже семейного. Вы знаете, предложение может быть не супер, да, там аховое, но тем не менее оно вполне себе комфортное и приятное. И если вы примете это предложение, вы никогда не пожалеете. Наоборот, это предложение принесет вам просто массу, целый букет приятных впечатлений. Кто вам что будет предлагать, вы уже там сами разберетесь. Но предложение точно поступит в самое ближайшее время. У кого-то сегодня, у кого-то завтра с утра. Дальше. Показывают, что вы по воле судьбы за что-то новое возьметесь, сами того не ожидая и не планируя. Но вот так сложится ситуация, что вот за новое вы беретесь. И я вам так скажу, это новое, оно просто пропитано гарантированным успехом. Да? Даже несмотря на то, что вы, например, никогда этим не занимались, либо никогда за это не брались, вот судьба распорядилась, что пришло время, берись, делай, добивайся, становись успешным человеком.
И вы знаете, даже будет такое ощущение, что и мысли не ваши, и действия не ваши. Ну вот когда судьба ведет, всегда такие ощущения возникают. А у кого-то еще могут быть ощущения дежавю, как будто бы это где-то было когда-то там, в параллельной реальности, либо в прошлой жизни, либо ну вот я уже это видел, да, либо я уже себя припоминаю в этих условиях. Это тоже про то, что сама судьба велит. Вот это новое, оно надолго в вашей жизни. И это новое принесет вам действительно гарантированный успех. И очень много каких-то вот как плюшек мне идет, да, бенефитов очень много принесет. И обязательно занимайтесь. Не сопротивляйтесь, судьба знает, куда вас вести, судьба знает, к чему вас подталкивать. Поверьте, все на благо вам. Вы просили, вот судьба решила так ответить. Может быть, вы не совсем это просили, да, но судьба решила именно так, что в это время жизни, в эту пору жизни вам именно этим нужно заниматься. Дальше показан разговор по душам, разговор не из легких на самом-то деле, да, вот люди признаются в том, что их беспокоит, либо в том, что их смущает, в том, что им нравится, в том, что не нравится. Поэтому много будет откровений и с вашей стороны, и со стороны другого человека. Но этот разговор, он просто жизненно необходим. Понимаете, вы как будто бы подходите к точке невозврата. И вот от этого разговора будет зависеть дальнейшее направление ваших отношений. Либо вы поговорите и разойдетесь, каждый пойдет своей дорогой, либо вы поговорите, обниметесь, за руки возьметесь и вместе пойдете единым путем. Вот, поэтому бояться этого не надо, стесняться этого тоже не стоит, переходить на эмоции не рекомендуется, а спокойно проговорите, и вы поймете, ну знаете, в разговоре прям откроется, по пути вам или нет. Вы случайные попутчики, либо вы люди, которым по судьбе велено пройти этот путь вдвоем, ну, либо рядом, да. Это же не обязательно про личные отношения, это может быть и про дружеские отношения. Вот. Непростой разговор ждет. Он будет долгим, продолжительным. Там такое будет сказано, что вы даже где-то почувствуете, что у вас сердце в пятки уходит, либо ёкает. Сами тоже скажете какие-то вещи, у человека, у вашего оппонента, не знаю, там волосы на ногах зашевелятся, и не только на ногах, да, вот как-то так мне идет. Сложный разговор, но он важен, он нужен. Он как, знаете, как лекарство, наверное, как микстура, горькая, но целебная. Да? Вот кому-то действительно пришло время разойтись, а кому-то пришло время найти общее, как общий знаменатель, да, и уже вместе оттолкнуться и идти. Дальше, мои хорошие, у кого-то из вас как будто бы череда неприятностей недавно произошла. Вот из огня до в полумья, да, вот как один за одним, да, какие-то неприятные события, то отмены, то запреты, то там поругались, то тут вам нахамили, то здесь вот где-то что-то там задевалось, потерялось, да, вот череда неприятных событий. Это сглаз. Это сглаз, вас сглазили. Сглазил вас мужчина, даже если вы женщина, вас сглазил мужчина. И сглаз именно благодаря, знаете, чему произошел? Тому, что вы очень яркий человек и тому, что вы очень умный человек. Да? Тот, кто сглазил, он действительно восхитился вашим умом, вашей сообразительностью, умением дать ответ, умением поставить человека на место. Да? Вот где-то вы с кем-то говорили, либо какие-то вопросы решали, этот человек был рядом, наблюдал и думает: о, ну надо же, какая успешная, да, либо какой успешный, там, умный какой. И человек вас сглазил, сглаз на вас лег. Именно от мужчины пришел сглаз. Я бы вам рекомендовала провести несколько чисток, либо обратиться к специалисту, либо просто дождаться, пока этот сглаз сам уйдет. Он точно уйдет. У вас сильная энергетика, вы и не только со сглазом можете побороться, вы даже и с порчей можете побороться. Вот, оно все уйдет, но вас явно сглазили. Слишком ярко вы себя проявили, ну, либо вы проявили себя как обычно, просто вот человек с дурным глазом оказался рядом. Вот, это не проклятие, это не порча, это не судьба наказывает, это просто вот такой бытовой сглаз на вас лег. Да, вы ярко себя проявляли, решали красиво проблемы, постояли за себя, да, и вот вас просто сглазили. Вот настолько сильно человек восхитился, и поэтому пошел сглаз.
Дальше хочу предупредить вас по поводу некой женщины. Дурное замышляет. Женщина за ваш счет решила решить какие-то свои проблемы. И вот она такая хитрая, прям как лисица, да, умеет хвостом крутить. Но вы, пожалуйста, будьте бдительны. Эта женщина, она, как бы это правильно сказать, она как исчадие ада, ну честно, она постоянно манипулирует, она постоянно пытается свою выгоду извлечь, она постоянно пытается под себя других людей подминать. Очень по-хитрому, как, знаете, я такая несчастная, вот пожалейте, я сирота, я то, я сё, там инвалид, ножка болит. А на самом деле она играет, она очень красиво, четко, профессионально играет на эмоциях людей. Смотрите, я вижу эту женщину, будет к вам подходить, притворяться несчастной, обездоленной, больной, сирой, убогой. На самом деле это все, да, лишь бы за ваш счет удачно устроиться. Помогать нужно, но помогать нужно с умом. Хотите помогать, помогайте животным. Тут вы точно не ошибетесь. Животные, в отличие от людей, не умеют лукавить, хитрить, не умеют использовать, да, в своих целях. Вот. Ну, либо помогайте дистанционно, да, люди, которые, ну, действительно в какой-то нужде, в беде. Там, вы точно знаете, что у людей какие-то неприятности случились. Вот им помогайте. Но не вот так, когда приходят, за руки хватают, когда там плачут вам в жилетку и выпрашивают вашей помощи. Дурное задумала. Дурное, понимаете, мне не нравится. Дальше вижу, что некий человек позолотит вам ручку. И позолотит, вот знаете, как щедро, от всего сердца. Этому человеку либо очень понравится то, что вы делаете, либо вы очень угодили этому человеку, либо человек давно планировал вас порадовать. Вот прям в руки деньги насыпать, ну, монеты мне идут. Может быть, сумма не будет там астрономическая, либо какой-то такой огромной, но тем не менее, это очень и очень приятно, да, вот позолотят вам ручку. Дальше показывают кота, который устал гулять сам по себе. Ну, скорее всего, это какой-то мужчина. Мужчина с таким характером, да, вот, который сам по себе гуляет, который не привык, допустим, к какой-то жизни, вот, когда есть обязанности, ответственность, когда нужно жить с одной женщиной, да, либо там жить в семье. Но он такой больше там загулы, пошел, погулял, там, потусил, отдохнул опять, да, вот какой-то такой мужчина. Вы знаете, и на старуху бывает пророха. И я вижу, что этот кот очень хочет тепла и ласки. Вот знаете, как определился, как наконец-таки понял, да, что в жизни самое главное. И, возможно, вы давно не виделись, либо вы уже все как бы махнули на него рукой, а вы знаете, объявится. Объявится и будет очень ласковым. Будет прям мурчать вам в ушко, да, говорить красивые сладкие слова. На самом деле, да, он действительно хочет семьи, он хочет тепла, он хочет, ну, как пустить корни, да, пустить корни. Ваше дело, конечно, верить ему, либо не верить, но я вижу желание его сердца. У кого-то действительно кот. Кот, который вот прям гулён, а еще тот. И, возможно, он куда-то вот прям завеялся, и вы давно его не видели, очень сильно переживаете, что, ну, мало ли что-то случилось. Все-таки, ну, там собачки бегают бездомные, там люди есть злые, да, которые могут обидеть. Вы знаете, вернется ваш котик. Вернется, нагулявшийся, и будет очень-очень ласковым. Прям как вину свою чувствую, да, что вот хозяйка либо хозяин ну, скучал, да, что переживали за него. Вот. Вам что-то, кстати, надо делать с этим котиком, потому что эти загулы, они, ну, действительно могут быть опасными. Да, возможно, он придет там исхудавший, может, немножко даже пораненный придет. Да? Возможно, проконсультироваться нужно с хорошим ветеринаром и вот как-то что-то предпринимать. Да? Ну, главное, что вернется, а там вы дальше сами разберетесь, что делать. Так, еще перед кем-то на работе будет поставлена очень сложная задача, но для вас это, как, знаете, как детские игры, да.
там начальник, наверное, прибежит и будет говорить, что ох, не подведи, это такое тяжелое, сложное дело, это от тебя все зависит. А вы посмотрите, улыбнетесь, скажете: ерунда, мелочи. Но вы так, пожалуйста, не говорите, вы там себе тоже как цену понабивайте, скажете: о, так это тяжело, так это же денег стоит, да, вы же там мне премию выпишите, либо что повысьте зарплату, либо какие-то другие поблажки, уступки дайте. И я понимаю, что вам легко, но не показывайте, что вам легко. Постарайтесь обыграть эту ситуацию себе на благо. А то, знаете, если привыкнуть, что вам легко, потом вообще премию не увидите, да, либо это вообще в норму войдет, и никакого повышения зарплаты тоже не будет. Кстати, у кого-то может еще и как сложный клиент прийти, да, со сложным каким-то заказом, либо запросом. Вы тоже там удивитесь, сделаете такое выражение лица, скажете, что ой-ой-ой, это же так сложно, это же такая работа. Да? Ну, типа, попросите больше денег за свои услуги. Ну, либо если совестливый клиент, да, он, возможно, либо она, возможно, и сама будет предлагать больше денег, да, за такую услугу, либо за такой заказ. Так, дальше. Здесь какого-то человека не досчитаетесь, либо захотите найти, но не найдете. Человек в спешке покинул свой дом, либо по какой-то срочной причине отлучился. Вот кинетесь кого-то там найти там из знакомых, либо из каких-то специалистов, а нету человека, нету, придется ждать. Человек уехал, ну, достаточно на такой продолжительный срок. Там что-то, видно, случилось, либо, может быть, наоборот, даже человек там заболел, либо поехал подлечиться, там нервы подлечить, а может, поехал, да, действительно проблемы решать. Вот, очень сильно удивитесь. Ну, понимаете, незаменимых нет. И если нужного человека не найдете, вы сильно не расстраивайтесь. Если не этот специалист, то другого найдете. Я не вижу, что будут проблемы. Просто вижу ваше волнение, что вы вот вроде как привыкли, уже знаете человека, доверяете человеку. Ну, всякое в жизни бывает, да. Вот вижу, что не найдете. Конкретного не найдете, но если поищете, найдете подобного. Дальше. Какая-то радость. Вы радость кому-то подарите, либо ваши действия принесут большую радость некому человеку. Что за действие, не скажу. Что за радость, тоже не скажу. Но вы это как-то, знаете, от сердца делаете и не предполагаете, что у человека будет такая буйная реакция. Человек действительно будет там улыбаться, обниматься, благодарить, как-то, знаете, вот превозносить вас. Ну, как-то даже немножко себя некомфортно почувствуете, да. Вы не привыкли быть в центре такого внимания. Ну, что ж, привыкайте, да. К хорошему легко привыкается. Какой-то благодарный человек вам попадется. Ну, либо человек, который добра не видел, да, а вы это добро подарите. Поэтому такая реакция пойдет. Дальше показывают женщину. У нее что-то болит. А вы знаете, причина обнаружится. Причина, почему болит? Есть причина. А зная причину, значит, можно найти лечение. Либо, когда причина откроется, то и план по спасению у вас появится. Может быть, вы получите анализы, да, анализы будут на руках, пойдете к своему терапевту, получите консультацию, ну, либо пойдете к другому специалисту, получите консультацию, вам выпишут назначение, либо дадут очень хорошие рекомендации. Кто-то из вас, может быть, сам поймет, да, что делаю не так, от чего, например, там болит что-то. Допустим, может быть, вы отекаете из-за жары, да, и вам нужно больше водички пить и какие-то физические упражнения делать. Может быть, вы в неудобной позе спите, да, либо сидите долго, у вас там что-то затекает. Может быть, действительно какая-то медицинская причина. Но главное, что все откроется, и главное, что у вас на руках как план по спасению есть, да, либо по изменению текущей ситуации. Дальше показывают человека, на пчелку похож. Скорее всего, очень работящий человек, такой трудолюбивый человек, который буквально покорит вас своим умением работать, своей гиперответственностью и даже какой-то, ну, суетливостью, да, потому что человек прям суетится, как пчелка, туда-сюда летает. Так приятно будет взаимодействовать. Если этот человек что-то для вас будет делать, вам прям тоже захочется как-то отблагодарить дополнительно, там, не знаю, чаевые оставите, например.
И если это какой-то, не знаю, работник, сотрудник, ну прям сердце порадуется, да, что такие хорошие, надежные люди рядом с вами. Дальше. Остерегайтесь телефонных мошенников. Вот прям, знаете, как с цепи сорвались, у кого-то идет. Вот звонок за звонком, и вообще как будто бы все мошенники получили ваш номер телефона и давай вам названивать. Да. И, кстати, вот в череде этих незнакомых номеров может какой-то и важный номер затесаться. То есть вы можете не брать незнакомые номера, ну, думая, что это мошенники, а вам, например, кто-то по важному делу может позвонить. Поэтому придется все-таки трубочку брать и, ну, уже как-то понимать, да, мошенники, все бросаем. Если важный звонок, то отвечаем. Дальше показывают невесту. Невеста. Возможно, вы к свадьбе готовитесь. Возможно, вы будете помогать некой невесте к свадьбе готовиться. То есть, в принципе, и так можно трактовать. Ну, а возможно, вас кто-то назовет своей невестой. Либо к вам в дом придет невеста. Ну, допустим, взрослый сын может привести девушку, знакомиться, скажет: вот моя невеста. Невеста, кстати, очень милая, симпатичная, характер хороший, сердце доброе. Хороший знак. Вообще встретить невесту — это тоже добрый знак. Знак перемен. Ждите перемен. Вот если вы вдруг где-то окажетесь и увидите невесту, ждите потом добрых перемен. Так, еще женщина мужчину прям как-то так трясет за грудки, деньги спрашивает с него, ну либо отчет, да, где деньги. А мужчина такой испуганный. Ой-ой-ой. Так вы там с ним поаккуратнее, дорогие девушки. А то душу вы трясете из этого мужчины. Где деньги? Ну, нет уже денег, да, потратил, скорее всего. А может, кому-то одолжил, а может, его кто-то обманул. Понимаете, в жизни все бывает. Знал бы, где упаду, соломки бы подстелил, да, есть же такая поговорка. Вот. Он прекрасно понимает свои ошибки, он отдает отчет в том, что натворил. Но это будет ему хорошим уроком. Вот. А деньги, которые потратил, не переживайте, он обязательно возместит, заработает и возместит. Но вы прям сильно его как-то за грудки берете, жалко его становится. Он такой прям напуганный. Ох, доведете мужика. А с другой стороны, да, надо держать в ежовых рукавицах. Да, может быть, слишком сильно доверяли, либо много чего позволяли. И вот мужчинка и расслабился. Ну, в принципе, да, все должно быть в меру. Так, еще показывают двух людей, которые, ну, о чем-то вот размышляют, рассуждают, какие-то планы строят. Один человек настроен на огромную рыбу, да, он говорит: китов будем ловить. А другой человек говорит: а давай, типа, начнем там с каких-то мальков, да, потренируемся на мальках, на какой-то мелкой речной рыбе, а потом уже за китами пойдем. Вы знаете, да, вы мыслите по-разному. Один из вас точно мыслит очень масштабно, а второй, наоборот, очень осторожно. Да? Вот сначала попробовать, сначала там почувствовать, потом уже там переходить к более каким-то серьезным действиям. Вот. На самом деле, я скажу так: либо вам нужно менять стратегию взаимодействия, либо вам нужно расходиться. Вот прям очень остро это все обнаружится. Ну, сравните кита и маленького малька. Это же прям совсем несовместимые вещи. Либо один должен планировать, другой должен исполнять, либо расходитесь и каждый своей рыбалкой занимайтесь. Вот как-то так мне идет. Но не ссорьтесь. Главное, чтобы вы не поссорились. Дальше. Возможность куда-то съездить появится. Не упустите эту возможность, обязательно поезжайте. Неважно, это прогулка, это визит кому-то в гости, это горячая путевка, допустим, там отдохнуть, поехать. Обязательно поезжайте, но дома не сидите. Сидеть дома — это плохо. Вот, нужно воздухом свежим, чистым дышать, да. Надо немножечко расширять свой кругозор. Обязательно поезжайте. Даже если вы там супер заняты, либо у вас там какие-то переживания есть, нет, вам обязательно нужно куда-то поехать. Так, еще что-то важное. Главное не забыть. А вы, наверное, уже позабыли.
Вспоминайте, у вас есть еще время на то, чтобы вспомнить что-то важное. Может, вы где-то записали себе, может быть, кто-то знает, да, спросите близких, кто с вами вместе. Но вот вижу, что важное приближается, а вы об этом не думаете, вы как будто бы об этом позабыли. Нужно поскорее вспомнить, да, чтобы все хорошо прошло. Дальше. Темное время суток. Когда темно, когда вот прям ночь, да, на улице, старайтесь поменьше из дома выходить. Высокий риск того, что вы можете испугаться. Ну, испуг, да, понимаете, что такое испуг? Это может быть от чего угодно. Там, не знаю, собачка залаяла, либо какой-то человек, там, не знаю, закричал, автомобиль, сигнал автомобиля услышали, либо еще какой-то непонятный звук, либо какой-то человек, да, вот подкрался, ну, случайно, не специально, понятное дело. Старайтесь не выходить, вот. Ну, либо выходите только лишь на очень хорошо освещенные пространства, да, где прям свет, и его много, где люди ходят, где меньше риска испугаться. И это деток тоже, пожалуйста, в темное время никуда не носите, не водите, потому что ребенок тоже может испугаться. Зачем вам это все? То есть риск испуга, заработать себе испуг. Кстати, у кого-то еще может быть испуг, вот кто-то не возвращается, уже темно, уже поздно, и вы связаться не можете, там проблемы, например, со связью, либо там телефон разрядился, и вы начинаете сами себя пугать, что ой, а вдруг там что-то случилось страшное с этим человеком, а вы не знаете. Не пугайте себя, не надо пугать себя и не прикликайте плохое в свою жизнь. Не надо этого делать. Так, еще перед вами встанет выбор. И как-то вот деньги, выбор деньги. Это не выбор денег, это выбор, сколько денег, наверное, заплатить, либо за что заплатить. Стоит ли вообще деньги платить? Вот да, такой еще может быть выбор. Ну, я так понимаю, что деваться некуда, все равно придется, да. Вам либо денег жалко, либо вы не уверены в успехе всего этого мероприятия, да, думаете, что вот я сейчас денежку потрачу, а потом никакого результата не получу, все будет впустую. На самом деле все, что в вашей жизни происходит, оно все не случайно, оно все вам идет по судьбе. И тот выбор, который встанет перед вами, он тоже судьбоносный. И на себе не экономьте, вот так скажу. На себя, пожалуйста, не жалейте. Это в ваших интересах. Понятно, что деньги нужны, понятно, что нужно там кушать, семья, дети, коммуналка, да, оплата квартиры. Но, ребят, жизнь она одна. И как дешевая рыбка, дешевая юшка, понимаете? На себе экономить нельзя. И опять же, когда вы экономите на себе, Вселенная ведь все видит. Она думает, ага, значит, человеку много чего не надо. Да? Человек будет довольствоваться малым. Да? Зачем ему давать великое, если человек сам выбирает малое? Вот, лучше все-таки потратиться именно на себя, на свой комфорт, на свой престиж, на свое удовольствие, на свою радость, на свою мечту. Понимаете, вот как-то так мне идет. Так, человек, кого зовут на букву А, еще может быть буква Л, но больше все-таки похоже на букву А. Удивительный обманщик, либо обманщица. Вот все, что говорит этот человек, либо будет говорить этот человек, сразу делите на 5, минимум на 5. Там из всех слов, может быть, 2 правдивые, а все остальные так вранье сплошное. А человек еще тот рассказчик, да, умеет создать интригу, умеет держать напряжение и подводить к кульминации. Вот. Особо не верьте. Все, что вы услышите, это будет неправда. Либо это будет настолько извращенная правда, что по-любому это неправда. Это может быть и мужчина, и женщина. Но язык подвешен, это сразу видно. Дальше. Вот некого человека вы очень сильно удивите глубиной и силой своих знаний. Человек прям отшатнется от вас. Скажет, что ты такое знаешь? А откуда ты это знаешь? Это что за знания у тебя такие великие, глубокие?
человек к вам как-то очень поверхностно относился и даже где-то вами пренебрегал. И вы, скорее всего, не раз это замечали. Конечно, вам это не нравилось, но вы не конфликтовали. А тут будет такая ситуация, где вы просто этого человека наповал поразите своими знаниями. И, конечно, у человека будет очень такая несдержанная реакция. Человек там прям даже стесняться не будет своего удивления. И вы знаете, этот день, он станет переломным. Ну, либо этот час, да, этот момент, он станет переломным в ваших отношениях. После этого дня человек прям совершенно по-другому будет к вам относиться. От этого человека в вашу сторону какое-то сплошное доверие и уважение пойдет. Даже если вам уже это и не надо. Но вот доверие и уважение точно будет идти. Ну вот так вот одним словом, либо парой слов вы полностью исправляете ситуацию между вами. Ну либо выравниваете, да, кому как удобно. Так, некая дама попытается вас издалека уколоть. У нее такая длинная пика в руках, и она вас так вот издалека покалывает. Но у вас кожа толстая, вы этого укола практически не почувствуете. Ну, либо как комарик укусил, да, говорят. Эта дама, она вас побаивается. Но, с другой стороны, вот какая-то у нее обида на вас. И ей прям очень хочется хоть чем-нибудь да поднагадить вам. Она-то думает, что она крутая, у нее пика есть в руках, и что она вас вот колоть будет, да, и вам будет больно. А вам вообще не будет больно. Мало того, я вижу, что если хотите, вы эту пику просто вот в щепки можете разломать. И, кстати, рекомендую именно так и сделать. Ну, чтобы в науку ей было, да, чтобы знала, с кем связалась. Вот и так она вас побаивается, так вообще бояться будет. Это, кстати, в ваших интересах. Ну, с такими наглецами, подлецами только так и нужно поступать. Да, потому что, чтобы не борзели, чтобы берега не путали, ну и соблюдали границы. Ваша доброта и благородство – это, конечно, хорошо, замечательно, но на таких людей это не должно распространяться. Как это? Из-под тишка она вас колет. Это что вообще такое? Это кто такая? Да? Вот разберитесь с ней, пожалуйста. И ей в науку, и другим подобным. Ей тоже это будет в науку, чтобы и помыслов не было вас вот так из-под тишка колоть. Это, знаете, какие-то вот обвинения будет кидать, да, либо оскорбления, либо какие-то, знаете, вот сомнения у нее по поводу вас. Это типа докажи. Да? А зачем вы ей будете что-то доказывать? Кто она такая? Да? Какого рода племени? Вообще, что о себе думает? Да, надо на место поставить. Так, и в венце. В венце у вас приятная встреча. Тут объятия. Тут люди просто вот так лбами соприкасаются. Они друг другу рады. Им хорошо вместе. У кого-то будет очень замечательное свидание. У кого-то будет замечательная встреча. Момент, который буквально вот окрыляет и одного, и другого. Вы здорово проведете время и не захотите просто расставаться, да, будете прям оттягивать этот момент прощания. Ну, наговоритесь вдоволь, пообщайтесь, пообнимаетесь, обменяйтесь информацией. Но если романтическое, то, возможно, и не расстанетесь. Да? Возможно, вы и ночь проведете вместе, и день потом проведете вместе, а потом опять ночь вместе. Ну, в общем, отношения стартуют. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.